всем добрый день. Меня зовут Маргарита. Меня зовут Айгуль. И мы очень рады приветствовать вас снова в этой аудитории, в этот весенний прекрасный денек. И надеемся, что ваше настроение будет в это время такое же хорошее, как и у нас, что вы наберетесь еще немного сил. И прежде чем мы расскажем, зачем мы с вами здесь собрались, мы бы хотели с вами немного пообщаться с помощью аплодисментов. Давайте сделаем так. Похлопайте, пожалуйста, те, кому нравится сегодняшняя погода. Теперь довольно прямолинейный вопрос. Поаплодируйте, пожалуйста, те, кому нравится находиться в этой аудитории сейчас. Запоминайте, кто повезло. Похлопайте те, кто является участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Ну, а теперь поаплодируйте те, кто точно знает, чем мы сейчас будем заниматься. Тишина. Прекрасно. Отлично, ну не беда на самом деле. Вы, наверное, уже заметили, что я и Рита, мы в одинаковой форме, на которой написано «Послы русского языка». Нам бы очень хотелось узнать, может быть, вы догадываетесь, чем мы занимаемся. Так, преподаванием, видимо, русского как иностранного. Тогда мы зачем здесь? Еще какие варианты? Позвать к себе учиться. Так. Думаете, мы зовем вас к себе учиться? Ну, очень хорошая идея, мы зовем вас. Частично. Зовем. Ну хорошо, давайте тогда расскажем. Ну, я бы хотела сказать, как вы правильно предположили. Мы с Айгуль волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире». И чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что выезжаем в далекие уголки нашей родной страны и вообще всего земного шара и популяризируем русский язык, русскую культуру, историю и литературу. Мы занимаемся тем, что девиз нашей программы, в общем-то так звучит, «Влюбить в Россию весь мир». Мы показываем, насколько вот как раз прекрасен наш язык, прекрасна наша литература, история, культура, и что все это многообразие, оно вот для всех остальных тоже существует. Участники нашей программы, нашего проекта побывали в таких странах ближнего и дальнего зарубежья, например, как Армения, Азербайджан, Хорватия, Болгария, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также Китай, Эквадор, Перу, Королевство Бахрейн и Португалия. На самом деле список стран пополняется постоянно, поэтому надеемся, что дальше будут также открываться новые горизонты. Также мы помогаем изучать язык и культуру зарубежным школьникам и нашим соотечественникам в таких детских центрах, как Артек, Орленок, Смена, Океан. Думаю, многие слышали об этих лагерях. Может быть, кто-то даже там был. Поднимите руки, если вы были где-то из этих лагерей. Так, половина. Где вы были, расскажите. В Артеке были. Так, в Артеке еще? В Артеке. В Орленке кто-то был? Отлично, не на смене послов русского языка. Все впереди. В Смене, в Океане тоже. Вы прям везде были, отлично. Но кто еще не побывал, мы желаем вам обязательно поехать, потому что это будет лучшие воспоминания в вашей жизни, это точно. Организатором экспедиции наших, как обычно, является Государственный институт русского языка имени Пушкина в Москве, а опорной площадкой здесь, в Башкортостане, является Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Атмуллы. Кстати, студентками которого мы и с Ритой являемся. Я, кстати, хотела добавить, когда Айгуль говорила об этом, что если вы еще не побывали ни в одном из этих международных детских центров, вы всегда можете побывать там в качестве посла русского языка, если подадите свою заявку и поучаствуете в нашей программе. Но об этом, наверное, чуть позже, после нашего мероприятия. Чтобы вы понимали, занятия с послами русского языка, я говорю, как вы можете заметить, не урок, а именно занятие. Это не лекция, мы не сидим и не даем правила по синтаксису и орфографии, которые даются под запись иностранцам бедным, и они страдают. Нет, мы таким не занимаемся. На уроках мы, например, изучаем основы русской живописи, основы русского танца, ставим театральные постановки. Непосредственно на этих занятиях ребятам приходится включаться в русскую культуру и через нее узнавать русский язык. Например, мы даем какие-нибудь начальные
начальные знания, если уровень совсем ноль, такое тоже бывает, мы даем им какие-нибудь начальные знания, используя которые в последующем они делают что-то связанное с русской культурой. Например, играют в русские народные игры, если вот они только начали учить русский язык. Если их уровень выше, то они, соответственно, занимаются чем-то выше уровнем, например, делают театральную постановку, тоже связанную с каким-нибудь русским автором, или постановку сказки и так далее, и так далее. Думаю, формат вы поняли. Ну, наверное, перейдем от слов к делу. Уверена, что вы хотите уже попробовать тоже оказаться на таком занятии. Да, давайте окунемся в один из наших интерактивных уроков, наших занятий. И мы это сделаем прямо сейчас. Вы уже распределились в команды. Это были не просто цифры, как вы могли догадаться. Команда номер 1, поднимите руки. Отлично. Команда номер 2. Хорошо. Посмотрите друг на друга, вы теперь команда. Команда номер 3. Хорошо. 4-я команда. Здесь 5-я команда. Так, вас видно, вас как будто больше всех. Самая сильная команда, наверное. Ну что, тогда мы готовы начинать? Я думаю, мы готовы начинать. А вы как думаете, мы готовы начинать? Не слышу. Готовы начинать? Сейчас вы получите бланки. Каждая команда получит несколько бланков, а именно 5, потому что в нашей сегодняшней интеллектуальной битве будет 5 раундов. Ваша задача сейчас написать название команды, то есть вам нужно придумать название вашей команды и написать на каждом из бланков. Хорошо, давайте минутка на это. Придумать название команды и записать на бланке. И можно пока музыку. Супер. Четвертая команда. 4-я команда готова. Это значит, что 4-я команда придумала название и написала на каждом бланке. Да? Супер. 1-я команда тоже, думаю, уже готова. 2-я, скажите, пожалуйста, на каком вы этапе? Почти. Супер. 5-я команда. Придумали. Хорошо. Тогда, пожалуйста, внимание сюда. Сейчас мы расскажем, что нужно будет делать, немного о правилах. Да, в нашей игре, в нашей викторине будет 5 раундов. Раунды у нас будут различные. Название будет появляться на слайде. Вот посмотрите вот сюда, пока его здесь нет. Раунды будут связаны с географией, культурой, историей, русским языком. Внимание! Ну, обо всем этом вы узнаете по ходу игры. Количество времени, отводимое на решаемые вами вопросы, тоже у нас различное. Также будем вначале его оглашать. После каждого раунда, каждый ответ вы записываете, вот у вас указано прямо в бланке, что вам нужно сделать. Там есть конкретные инструкции, я надеюсь, что участники Всероссийской Олимпиады по русскому языку, наверное, понимают инструкции. Вот. И после каждого раунда вы каждый бланк сдаете. То есть, если у вас написано бланк раунд 1, вы его после первого раунда сдаете прекрасным дамам вот сюда. Поднимите руки, волонтеры наши, которым нужно будет сдавать. Вот. Они будут бегать и собирать ваши бланки. Никому другим не отдавайте, пожалуйста, только этим 2 прекрасным девушкам. По итогу, в конце нашего прекрасного квиза, не знаю, как это назвать, по итогу, в конце нашей викторины вы получите какое-то количество баллов, у всех оно будет разное, и мы определим, кто занял 1-е, 2-е, 3-е место. Правила понятны? А призы будут? Да. Будут. Отлично. Как-то странно вы мотивируетесь. Очень странно. Ну что, давайте покажем, что вы готовы. Вместе давайте обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Внимание на экран. Первый раунд. Раунд 1. География. В этом раунде на каждый вопрос дается 30 секунд. И вопрос номер 1. Сколько часовых поясов? Можно вопрос, пожалуйста? Да. Еще следующее. Сколько часовых поясов в России? Ответы записываем в бланках. Узнаете ответ, решив предмет. Можно нам секундомер там для веселья. Да. Руки тянуть не нужно. Вы и так, наверное, знаете без решения. Мы вас можем запутать нашими вариантами. Если кто-то не видит информацию со слайдов, вы можете подходить и выходить. Мы не ограничиваем вас в движении. Мне кажется, они уже без примера все решили и написали. В первой же секунде были досрочные ответы. В бланке записываем ответ и готовимся к следующему вопросу. Внимание, на экран. Вопрос 2. Итак, пожалуйста, соотнесите название республики и ее столицы. Республики Крым, Бурятия, Мордовия, Адыгея, Татарстан и столицы Улан-Удэ, Майкоп, Казань, Саранск, Симферополь. 30 секунд.
Возможно, у нас даже есть представители этих регионов. Минимум один правильный ответ будет, значит. Можете подходить, если вам не видно. Могу озвучить еще раз. Главное, конечно, это честность, да? Не гуглить, ничего нигде не искать, телефоны убираем. Вопрос номер 3. Как называют жители этих городов? Так. Записываем ответ в лист ответов во множественном числе. Итак, у нас есть города Ставрополь, Петрозаводск, Архангельск, Курск и Грозный. Время пошло. Я думаю, это самый веселый вопрос. Точнее, ответы будут самыми веселыми. Время закончилось. Переходим к следующему вопросу. Пожалуйста, внимание на экран. Итак, с какими странами не граничит Россия? Обратите внимание на формулировку вопроса, да, сколько будет ответов. Итак, А. Норвегия, Б. Финляндия, В. Швейцария, Г. Япония. Записываем ответы. 30 секунд. И следующий вопрос. Соотнесите регион и достопримечательность. Вы можете подходить и смотреть. Мы просим приблизить чуть-чуть, если можно. Получится или нет? Нет? Ну, в принципе, вы и так должны понимать, что это такое, даже если... Да. Давайте посмотрим. Итак, это А. Б. Так, под буквой В. Наверное, они нуждаются в представлении. Это последний вопрос первого раунда. На этом вопросы о географии заканчиваются, и мы переходим к следующему раунду. И мы сдаем бланки первого раунда нашим волонтерам. Так, Берем в руки бланки второго раунда. Можно пока музыку, для того, чтобы нам было всем очень весело. Спасибо. Итак, каждый сдает один бланк. Проверьте, чтобы название было написано, название вашей команды. Сейчас у вас будет раунд, в котором мы все профи, я уверена. Покажете все, что вы умеете. Правда. Все, спасибо большое. Так, переходим к раунду номер 2. Раунд «Русский язык». Итак, пожалуйста, внимание на экран. В этом раунде у вас будет 1 минута на каждый вопрос. И, внимание, первый вопрос, первое задание. Запишите 5 фразеологизмов и пословиц со словом «семь» и однокоренными ему словами. То есть всего должно быть 5, да? Это могут быть или фразеологизмы, или пословицы, или и то, и другое. Можете использовать все, что вы знаете. Время прошло. Переходим к следующему вопросу, где вы тоже можете блеснуть своими знаниями. Подберите синонимы к следующим словам и впишите их в лист ответов. Беседа, труд, столетие, немножко, спешить, прекратить, смелый, выиграть, знаменитый и волноваться. Вы можете написать более одного синонима к каждому слову. Но минимум 1. Какие-то веселые синонимы там в 5-й команде. Время вышло. Еще хотела прокомментировать. Очень важно услышать голос каждого, да, в команде, поэтому не стесняйтесь, подключайтесь, прям бегите, если вдруг вам приходит что-то в голову к тем, кто записывает, да, чтобы вдруг, если вы знаете ответ, но стесняетесь, вам потом не было очень грустно, что вы не поучаствовали. Поэтому подключайтесь все, пожалуйста. И следующий вопрос. Допишите недостающие слова в пословицах о труде. И труд все перетрут, делу время час, дело боится, без труда не вытащишь. Труд человека кормит, а лень. Так, 1 минута. 5-я, 4-я команды готовы? 3-я.
что мы переходим к следующему вопросу. Определите, к какой части речи относится каждое из слов в этом предложении. Я тут по звукам слышу, что все уже делали это не раз. Итак, Глока куздра, штека, будламула бакра и кудрячить бакренка. Давайте тут, как только закончите, поднимайте руки, чтобы мы время не тратили. По вашим глазам видим, что вы все знаете. Отлично. Итак, на этом раунд по русскому языку завершается. Мы переходим к следующему. Это значит, пора сдать бланки. Пожалуйста, поднимаем бланки, передаем их волонтерам. Проверьте, чтобы там было название вашей команды и все ответы. По слову русского языка под эту мелодию есть танец, флешмоб. И мы с Витей не можем стоять спокойно, когда слышим эту музыку, хочется броситься в пляс. Если вы разбудите любого пастора посреди ночи, он обязательно вам сразу же станцует. Под эту музыку, да, будет отточенный танец. Хорошо. Первая команда уже сдала свои бланки, вторая тоже, третья сдала, четвертая, пятая. Что у вас там произошло? Пятая команда, сдаем. Хорошо. И переходим к третьему раунду. Он очень легкий, очень интересный. Тут будут аудио-вопросы. Итак, в данном раунде на каждый вопрос дается 30 секунд. Итак, первый вопрос. Запишите фамилию и имя автора звучащего текста. Внимание, автора звучащего текста. Итак, пожалуйста. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины. До оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Давайте еще раз, наверное, включим, чтобы было 30 секунд как раз. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины. До оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Тут уже многие начали танцевать, читать. У кого-то сложность на лице. Мне понравилась, да, реакция. То есть все начали вспоминать, видимо. Ну все, время истекло, переходим к следующему вопросу. И вопрос номер 2. Как... Во всем мне хочется дойти. Спасибо. На всякий случай, если вы забыли. Как вы знаете, многие русские художественные произведения очень популярны за рубежом. Их переводят на другие языки. Прослушайте звучащий фрагмент на иностранном языке, запишите название песни и название произведения, в котором звучит эта песня. Плюс бонус, дополнительный балл той команде, которая напишет, на каком языке исполняется эта песня. И прежде чем вы услышите, давайте еще раз, что нужно сделать, судя по Итак, реакции. давайте еще раз на простом русском языке. Сейчас вы услышите какую-то песню, да, назовем это текстом, произведением. Эта песня из одного очень знаменитого какого-то русского произведения, назовем его так. Вам нужно в ответах написать, во-первых, название произведения, да, название песни, а также указать язык, на котором звучит эта песня. Ну, предположить. Да, в бланках у вас написано все это. Это звучит сложно. Сейчас вы услышите и поймете, что все просто. ゆっくり時は過ぎてゆく過去はもう戻らない過ぎ去った日は惜しいけれど明日が待っている広がる大地続く線路地平線が待っているゆっくり時は過ぎてゆく過去はもう戻らない過ぎ去った日は惜しいけれど明日が待っている広がる大地続く線路地平線が待っている В таком исполнении вы, наверное, еще никогда не слышали это произведение. Думаю, вы уже записали ответ и переходим к следующему вопросу.
Сейчас вы услышите голос известного русского человека. Нужно записать его имя. Пожалуйста. Папа всегда говорил, что книгу, надо читать книги. Обязательно надо читать книги умные. Он просил, чтобы я учил Евгения Онегина, там 10 лет я учил или что-то. И папа высказал на эту теорию, что можно читать не одной книги, прочитав только книгу «100 лет одиночества» Маркеса. Больше ни одной книги. Очень элегантная теория. Вот. Папа всегда говорил, что книгу, надо читать книги. Обязательно надо читать книги умные. Он просил, чтобы я учил Евгения Онегина, там 10 лет я учил или что-то. И папа высказал на эту теорию, что можно читать не одной книги, прочитав только книгу «100 лет одиночества» Маркеса. Больше ни одной книги. Очень элегантная теория. Вот. Согласны с этой теорией? Еще раз вопрос. Нет, все, снят вопрос. Ладно, переходим к следующему, да? Так, и следующий вопрос. Прослушайте музыкальное произведение, запишите его название и автора. Это музыкальное произведение. Реагирует на любую мелодию, начинает танцевать. Отлично. Еще раз слушаем. Следующий вопрос, это последний вопрос данного раунда. Вам нужно определить, из какого мультфильма данный отрывок. А чего это вы в сундуке везете? Это вы за грибами ходили, ясно? Конечно, ясно. Чего тут не ясно? Они еще с чемоданом пошли. Это специальный вопрос, чтобы минимум один ответ был правильный в данном раунде. А чего это вы в сундуке везете? Это вы за грибами ходили, ясно? Конечно, ясно. Чего тут не ясно? Они еще с чемоданом пошли. Итак, мы готовы собирать, да, бланки? Поднимите, пожалуйста, ваши бланки. Выдвигаются за вашими бланками, заполненными. Все с правильными ответами, конечно же. Аплодируйте те, кто уверен, что больше половины заполнил правильно. Да. Уважение. Главное быть уверенным. Да, отлично. Один человек точно знает. Все сдали бланки. И мы переходим к 4-му раунду. Раунд номер 4. История. Надеюсь, в ней вы уверены так же, как и в русском языке. В этом раунде на каждый вопрос дается 30 секунд. Итак, вопрос номер 1. Поставьте российских правителей согласно очередности их правления. Николай I, Б. Федор Иоаннович, В. Иван III, Г. Алексей Михайлович, Д. Елизавета Петровна. Итак, следующий вопрос, вопрос номер 2. Внимание! Какого княжества не было в Древней Руси? Московского, Тверского, Владимирского, Иркутского или Ярославского? Возможно, это знак. Следующий вопрос. Итак, вопрос номер 3. Что не являлось частью обмундирования древнерусских воинов? А. Кольчуга, Б. Бармица, В. Наручи, Г. Башлык, Д. Щит. Я слышу правильные ответы и неправильные. Все сразу. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Итак, сколько в истории России было правителей с именем А. Александр, Б. Петр, В. Николай? Итак, нужно написать, да, сколько было правителей с каждым из этих имен.
Справились? Уверены так же, как и в предыдущем раунде? Вообще ни в чем не уверены, говорит первая команда. Пятая команда, а вы? Не знаю, что это значит, но Четвертая команда, вы уверены? Больше уверены, чем пятая. Третья команда. Ответили? Ответили? Самая скромная команда. Вторая? Ответы есть? Да. Ладно. Очень уверенно. Сразу понятно. Коротко и ясно. Все четко. Переходим к следующему. Определите, пожалуйста, слово и запишите его в лист ответов. Киевский, московский, Владимирский, удельный, великий, светлейший. Наверное, слово мужского рода. Ну, я предполагаю. Справились? Ну, в любом случае, время уже вышло, даже если нет. Наши волонтеры уже в пути к вам, чтобы собрать наш волонтер. Или, в принципе, волонтеры, наверное, если будет нужно. У нас несколько помощников. Сдаем бланки и переходим к последнему, внимание, к последнему раунду. Раунд называется «Культура». Сейчас вы просто берете, понимаете все знания по предыдущим раундам, объединяете их и получаете культуру. И побеждаете. И побеждаете обязательно, да? Отлично. Бланки собраны. Переходим к пятому раунду, к раунду о культуре. Итак, в данном раунде будет разное количество времени на вопросы. Где-то 30 секунд, где-то 60 секунд. Так, первый вопрос. Кто изображен на данной картине? 30 секунд, чтобы подумать и написать ответ. Знаменитая картина, которую вы, конечно же, узнали. И сейчас, вспомнив, напишите имя человека, который изображен на данной картине. Вспоминаем, что мы послы русского языка, что, наверное, вопросы о культуре России. Человек потрясающий. Популярный, знаменитый во всем мире. Раз его изобразили на картине. Если сказать про него, то скажут, что это про Россию. Все, время Все, истекло. вышло. И следующий вопрос. Запишите название 4 русских литературных произведений, в названиях которых есть числительные. На этот вопрос у вас 60 секунд. Вам нужно написать 4 русских литературных произведения, в которых есть числительные. И в следующем вопросе вам нужно записать имя художника и название данной картины. Вам на это дается 30 секунд. Обычно в учебниках по русскому языку репродукцию приводят. Сочинение пишут. Время пошло. Все такие спокойные, или они вообще просто не знают, издались? Или так часто писали это сочинение в этой картине, что не сомневаются в своих знаниях. Так, следующий вопрос. Вспомните, запишите первые строчки этих стихотворений. На данное задание у вас будет 1 минута. Итак, передо мной явилась ты, еще ты дремлешь, друг прелестный, в душе моей угасла не совсем, голубка дряхлая моя, золотая цепь на дубе дом. 1 минута. Даже кто сидел. И время вышло, поэтому мы переходим к следующему вопросу. В честь кого установлены эти памятники? Впишите имена в лист ответов. У вас будет по 10 секунд на каждую фотографию. И персона номер 1, наверняка вы знаете. И номер 3, может быть, уже видели в буфет. Время вышло, а это значит, что мы сдаем бланки. Это был последний раунд, это был последний вопрос последнего раунда. Итак, Мы начинаем отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Все бланки собраны.
Все позади. С вами сегодня общаемся посредством аплодисментов, поэтому предлагаю поаплодировать самим себе. В надежде, что не просто так, что все было правильно. Это, кстати, вам пригодится сейчас. Мы потренировались только. Давайте сделаем так. Сейчас мы узнаем правильные ответы. Это, собственно, самое важное, самое интересное. И если вы понимаете, что вы ответили правильно, громко хлопайте, топайте, овации, включайте все, чтобы все знали, что вы ответили правильно. Так, подождите. Итак, первый вопрос. Конечно, 11 часовых поясов. Так, хорошо. Следующий вопрос. Так. Здесь тоже все правильно. Неудивительно, у нас здесь многонациональная. Я надеюсь, может быть, даже есть представители всех регионов. Есть представители данных регионов? Республик? Так, откуда? Так, отлично, из Симферополя у нас участницы еще. Мордовии. Да? Так, еще откуда? Все, больше нет, видим представителей этих регионов. Очень жаль. Переходим к следующему вопросу, самому веселому. Как же вы написали? Тут аплодисментов будет много, интересно или нет? Итак, ставропольцы, петрозаводчане, архангелогородцы, куряне, грозненцы. Только первый. Поаплодируйте те, кто отгадал все варианты ответов. Ну как отгадал? Знал. Так. Громкая тишина. Чудо встретила. случилось. Кто знал, не буду говорить отгадал, вы, конечно же, знали, да, будущие коллеги. Кто знал 4 варианта ответа? Вау, молодцы! А кто знал и написал 4 правильных ответа? Те же. Ладно. Хорошо. А остальные минимум 1 правильно отгадали, да? Да? 1 есть? Хорошо. Так, следующий вопрос. Нам нужно было соотнести регион и достопримечательность. Итак, на картинке А вы видите Останкинскую башню, которая находится, конечно же, в Москве. Кто ответил правильно? Кто отгадал его? Момент, хорошо. Б. На картинке Б вы видите что? Какой мост? Золотой мост, да, в Владивостоке, абсолютно верно. Хорошо, молодцы. Кто узнал, что находится на 3-м изображении под В? Да, абсолютно верно. Это памятник затопленным кораблям, который находится, конечно же, в Крыму. Я знаю даже, кто ответил правильно. И последняя картинка Г. Это у нас Байкал. Я думала, хором все ответят. Да, действительно, это Байкал, Иркутская область. Хорошо. И мы переходим к ответу раунда, где вы, конечно же, ответили правильно вообще на все вопросы. Я даже не сомневаюсь. И первый вопрос раунда «Русский язык» у нас был. Запишите 5 фразеологизмов и пословиц со словом «семь» и однокоренными ему словами. Вы привели некоторые примеры. Ну, конечно, не все. Да, мы можем зачитать. 7 раз отмерь, 1 отрежь. 7 одного не ждут. У 7 нянек дитя без глаза. 7-я вода на киселе. Тайна за 7 печатями. 7 бед, 1 ответ. До 7-го пота. 7 по лавкам. 7 пятниц на неделе. Вы могли что-то другое вспомнить, написать, да, если это подходит, конечно же, тоже будет учитываться. Это просто примерные ответы. Хорошо, следующий вопрос. Нужно было подобрать синонимы к определенным словам. Здесь мы тоже на слайд вывели несколько синонимов, но вы могли придумать какой-то другой вариант. Так, посмотрите, пожалуйста, на данные слова. Если какие-то из них вы написали, то давайте похлопаем себе. Все хорошо. И следующий вопрос. Допишите недостающие слова в пословицах о труде. Хотела предложить хором вставлять, но давайте просто поаплодируем тех, кто точно уверен, что правильно ответил на этот вопрос. Пока не открывайте следующий слайд, пожалуйста, у меня вопрос к вам. Вы к следующему вопросу правда сразу смогли подобрать правильный ответ? Там, где была глокая куздра, которая штека рванула. Да, может быть, то сами прокомментируете, а потом мы проверим? Давайте вручу микрофон кому-то из вас. Глагол, существительное, союз глагол и существительное. Все согласны? Речь назвали. Ну, давайте посмотрим. Сейчас все выясним. Итак, посмотрите, пожалуйста. Да, действительно, это правильно. Я подумала, что я сказала об этом Майгуль. В следующий раз, когда мы будем работать, а вы, наверное, слышали, с такой аудиторией, как вы, нужно просить, чтобы вы составляли квази-предложения вот в этом задании, а не мы вам их давали. Итак, раунд номер 3. Аудиовопросы. И вопрос номер 1 у нас был: запишите фамилию и имя автора звучащего текста. Помните,
Нам еще 3 раза включили это произведение, да? А кто исполнял? Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути и сердечной. Вы, наверное, угадали и того, кто исполняет это произведение, и оригинальный текст, да, кто написал. Угадали? Кто угадал? Но нужно было написать только это. Ну все, где аплодисменты тогда? Ну, это самое важное. Хотелось бы добавить рекламу 25-м кадром. На самом деле у нас в программе есть целый урок, связанный с русской классикой и русским рэпом, так что приходите к нам в программу. И ведите занятия, или попадайте на эти Ведите занятия. занятия по этим урокам. Да, в детских лагерях. Хорошо. Следующий вопрос, который немного вас, может быть, смутил своей огромной формулировкой, но при этом он был очень простой, потому что это была песня «Голубой вагон», да, все узнали ее из мультфильма «Старуха Шапокляк». На каком языке звучит, как вы думаете? Японский, еще какие варианты? Никаких? Хорошо, это правильный ответ на японском языке. Молодцы! Дальше вы слушали голос известного русского человека, который нам что-то говорил про чтение. И этот известный человек... Иван Ургант, абсолютно верно. Это было его интервью на передаче «Познер». Книги. Обязательно надо читать книги умные. Он спросил, что я учил Евгения Онегина, там 10 лет я учил или что-то. И папа высказал на эту теорию, что можно читать ни одной книги, прочитав только книгу «Сто лет одиночества» Маркеса. Больше нет. Следующий вопрос. 5-ю команду просто поднял и заставил танцевать. Итак, вы прослушали музыкальное произведение, и это был «Танец рыцарей» Сергея Прокофьева, да, вы помните, из балета «Ромео и Джульетта». Давайте послушаем еще раз. И начинаем хлопать, если правильно ответили. Отлично. За это можно дополнительный балл, ты что, в ритм. Дальше у нас был беспроигрышный вопрос для всех, чтобы поднять ваш боевой дух. Из какого мультфильма этот отрывок? Вдруг неправильно ответили, почему ты так говоришь? Я сомневаюсь. А чего это вы? Все же правильно везете? Пятая команда посмеялась. Мультфильм называется «Трое из Простоквашино». И на этот вопрос правильно ответила команда номер 1, и все, да? А, 4-я команда тоже. 2-я, отлично. 3-я. Итак, дальше был раунд «История», который вас немножко, может быть, смутил, может быть и нет. Итак, у вас должна была быть в первом вопросе такая последовательность. В, Б, Г, Д, А. Да, сначала Иван III, потом Федор I, потом Алексей Михайлович, Елизавета Петровна и Николай I. Кто ответил правильно? Кажется, я уже вижу лидеров. Либо просто очень уверенных, или хитрых людей. Может быть, это у них такая тактика по запугиванию врагов. Хорошая тактика. Так, какого княжества, следующий вопрос, какого княжества не было в Древней Руси? И, конечно же, Тульского. Кто-нибудь может пояснить, почему? Сибирь еще не была освоена. Абсолютно верно. Да. Еще какие-то комментарии, может быть? Нет, остальное не для микрофона, видимо. Давайте посмотрим дальше. Следующий вопрос. Что не являлось частью обмундирования древнерусских воинов? И правильный ответ – это башлык. Нужно было догадаться, наверное, по слову, по этимологии. Изначально носили горцы, да, Северного Кавказа. Дальше, конечно, уже многие другие тоже начали использовать такой головной убор, да, башлык, от слова баш. Вы уже в Республике Башкортостан, наверное, немножко знакомы с этим словом. Нет? Но теперь вы знаете, что баш – это голова. Вот еще плюс одно новое слово вам в копилку. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Сколько в истории России было правителей, мы имели в виду императоров, с именем Александр? Таких у нас было 3. Петр, тоже 3. И Николай. Николаев у нас было 2. Отлично. И следующий вопрос. Нужно было определить слово. Итак, киевский, московский, Владимирский, удельный, великий, светлейший – все это князь. Да, Аплодируем сами себе. Молодцы. Следующий раунд был 5-й. Да, был раунд по культуре. Объединяем все, что уже прошли. И первый вопрос. Кто изображен на картине? Александр Сергеевич Пушкин. Наш с вами любимый, дорогой, единственный. Кто угадал-то? Правда, честно.
картины. Я вот очень люблю этого художника, мой любимый художник, честно скажу. Можно догадаться. Да, Азовский. Азовский, абсолютно верно. Картина называется «Прощание Пушкина с морем». Хорошо, следующий вопрос. Итак, вам нужно было записать названия литературных произведений, да, в которых есть числительные. Это просто варианты. Также есть другие произведения, вы могли их вспомнить. Главное, чтобы это было русское литературное произведение. Если что-то из этого вы написали, покажите нам это. Похлопайте себе. Даже свист, по-моему, я услышала. Близимся к финалу. Итак, вам нужно было в следующем вопросе записать имя художника и название картины, которую вы видели на слайде. Я вам активно подсказывала, что это картина из учебника русского языка. И это Исаак Левитан. Картина называется «Золотая осень». Хорошо, и следующий вопрос, предпоследний вопрос. Думаю, здесь ни у кого не было никаких сомнений. Да, я помню чудное мгновение, мороз и солнце, день чудесный, я вас любил, любовь еще, быть может, подруга дней моих суровых и лук морю дуб зеленый. Думаю, все правильно у всех, да? Если неправильно, то уже поаплодируйте. Поднимите свой боевой дух. Итак, последний вопрос. В честь кого установлены эти памятники? И первый у нас Николай Васильевич Гоголь. Следующий у нас Юрий Алексеевич Гагарин. Все эти памятники находятся в Москве, а вот третий Максим Горький. И расположен он рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом. Приходите посмотреть. вы посмотрите на флаги, это такие подсказки, где находится, да, вы видите флаг Башкирии, флаг России. Да, вот это единственный памятник из этих трех, который расположен у нас. Хорошо, на этом у нас все. Мы будем называть название команды, вызывать вас сюда. Всех представителей можно пригласить, чтобы покрасоваться, чтобы сделать памятное фото, видео. И мы вручим вам памятные, важные для вас сертификаты от Института Пушкина, от нашего университета, Башкирского государственного педагогического университета. Наверное, нужно сразу вас предупредить, что имена ваши не вписаны, потому что мы не собираем списки тех, кто... И третье место в этой битве занимает команда, ну все, утихли. С прекрасным названием, мне очень понравилось. Да, тебе понравилось? Ты и читай, я даже не могу расшифровать это. Команда умственно усталые. Ура! Поаплодируем, поаплодируем. Представители команды. Поздравляем. Сколько у вас человек в команде? Остальные, если сидят, вы можете забрать и вручить остальным. Да, Поаплодируем еще раз, ребята. Громко, Спасибо громко. вам большое. Поздравляем вас, мы гордимся вами. Вы можете, когда вы ходите, просить своей команды делать фотографии. Смотрите, да, они другие умственно команды. усталые и все равно заняли третье место. А если бы они были не усталые, вообще бы первое место, между прочим, могли занять. Итак, дальше. Второе место в этой битве занимает команда тоже с очень интересным названием. И эта команда точно не умственно усталая. А называется она по-другому. 4 в квадрате. Все подходят посоветоваться, потому что в математике хороша только я, видимо. Как встречают тех, кто занял второе место? Точно не так. Громче, громче. Свистим, кричим. Ай-яй-яй, четвертая команда. Ай-яй-яй. Еще раз поаплодируем. Давайте заполним эту пустоту. Спасибо, спасибо. Итак, спасибо вам большое, вы большие молодцы. Чуть-чуть не хватило, правда, совсем чуть-чуть. Даже скажу сколько. Полбалла. 0,5, да, 5. Полбалла. Полбалла не хватило до первого места. А вам до первого места не хватило 5 баллов. Так, садитесь, пожалуйста. Вручить всей команде нужно будет сертификаты. Подойдете, вручите всем остальным. Если будут не хватать или, наоборот, лишние, подходите к нам. И самое волнительное, осталось не так много выбора, конечно. Кто же из них занял первое место?
Итак, Давайте, если вы считаете, что вы заняли первое место, пошумите, сделайте шум. Похлопайте, похлопайте. И первое место у команды сборная Солянка! Всем громко хлопаем и не завидуем. молодцы, ребята. Сейчас вам пожмут руку и вручат сертификат. Давай поделимся, чтобы все поместились. Сразу видно, все решили выйти. Итак, пока первое место получает свои долгожданные сертификаты и даже, кажется, ручки, мы вам сразу говорим, как только мы сейчас завершим наш процесс награждения, мы предлагаем вам всем выйти сюда, красиво встать.